в этот город из Тель-Авива. Трамп выступил с соответствующим заявлением 6 декабря. Посол США в ООН Ники Хейли после того, как она объявила о наложении вето, назвала проект резолюции оскорблением, которую не забудут. Мокрый снег и сильный ветер до 17 метров в секунду ожидаются сегодня в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Российского управления МЧС по Крыму. В Севастополе утром и днем прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 6 градусов тепла. Обновленная резолюция ООН по Крыму, которую планируют рассмотреть на заседании Генассамблеи 19 декабря, направлена на, цитирую, «предотвращение безнаказанности за преступления против прав и свобод человека, совершенные на аннексированном полуострове». Конец цитаты. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что Украина намерена расследовать все совершенные преступления и применять рестриктивные меры против виновных в нарушении прав человека. Несколько улиц Симферополя во вторник, 19 декабря, останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. Плановый ремонт обесточит улицы Нижнегорскую, Мазанскую, Промышленную и Лесную. Ранее Крымэнерго предупредила, что в Симферополе в связи с реконструкцией подстанции «Набережная» ожидаются перебои с энергоснабжением в зданиях российского правительства Крыма, ФСБ, 2 больниц, цирка, а также 10 учреждений и предприятий. Полковника ФСБ России Алексея Забатурина назначили первым заместителем постоянного представителя аннексированного Крыма при президенте России. Соответствующий указ подписал подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов. Алексей Забатурин работал на должности начальника отдела по Юго-Западному административному округу управления ФСБ по городу Москве и Московской области. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в госизмене 5 депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 декабря. Имен депутатов в ведомстве не назвали. Накануне прокуратура АРК сообщила, что по состоянию на декабрь 2017 года объявлены в розыск 75 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. В Украине военная драма украинского режиссера крымско-татарского происхождения Ахтема Саитаблаева «Киборги» за 2 уикенда собрала почти 16 миллионов гривен кассовых сборов. Об этом сообщили накануне в Госкино. За это время фильм посмотрели 212 182 зрителя, сообщается на официальной странице Госкино в Фейсбуке. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент +1 градус, на Чонгаре и в Новоалексеевке 2 градуса тепла. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, Украина! Здравствуй, Крым! Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. В ближайшие 1,5 часа я с вами. Вы слушаете нас на средних волнах АМ 549 кГц в 8:35 и 13:10 по крымскому времени, 7:35 и 12:10, соответственно, по времени материковой части Украины. И также вы можете нас слушать на 105,9 FM круглосуточно. Сразу же напоминаю номера телефонов, поскольку, давайте обсуждать темы, которые мы сегодня подготовили для вас. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан, номер бесплатный. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Звоните и высказывайтесь. Мы начинаем. Тема дня.
Естественно, главной темой как вчерашнего дня, так и сегодняшней являются результаты уже 70 заседаний судебных по отношению к крымско-татарским активистам, которые выходили на одиночные пикеты. Я не припомню случая, когда вот так на один день организовывалось 70 заседаний. Что мы знаем о результатах? 45 активистов оштрафованы на уже привычную сумму 10 тысяч рублей для каждого. Я помню, что в прошлых таких случаях активисты собирали вот деньги для выплаты этого штрафа 10-рублевыми монетами и приносили их, ну, просто-таки в ведрах. Да, сейчас тоже уже открыт сбор, все это дело мы будем с вами обсуждать. Один активист оштрафован на 15 тысяч рублей, 3 заседания перенесли на сегодня, соответственно, 2 заседания перенесли на послезавтра, 21 декабря, и еще одно на 26 декабря. Вот, собственно, вот эта история, о которой мы будем говорить в ближайшие 25 минут. У нас будут интересные включения по телефону. Давайте ознакомимся с тем, что и как происходило во время этих судебных заседаний. Крым в центре внимания. В понедельник, 18 декабря, в аннексированном Россией Крыму прошло около 70 судебных заседаний над местными активистами. Крымские татары, которые ранее вышли с одиночными пикетами в ответ на обыски и аресты соотечественников, сейчас обвиняются в нарушении так называемого установленного порядка пикетирования. Судебные заседания прошли в Симферополе, Джанкое, Алуште, Судаке, а также Советском, Кировском, Белогорском и Красногвардейском районах Крыма. 14 октября 2017 года в Крыму состоялась серия одиночных пикетов против репрессий российских силовиков в отношении мусульман и крымских татар на полуострове. Более сотни активистов из разных регионов Крыма встали вдоль автомобильных дорог с плакатами «Крымские татары не террористы и не экстремисты» и «Верните детям отцов». За всю многовековую историю крымских татар не было зафиксировано ни одного случая со стороны крымских татар террора. Неожиданно появились террористы в Крыму, но это не мы. Во время проведения одиночных пикетов подконтрольные России полицейские задержали 49 пикетчиков. На активистов были составлены административные протоколы. После российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, представителей крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией Хизбут Тахрир. Министерство иностранных дел Украины называет организованные на аннексированном полуострове массовые суды над активистами целенаправленными действиями России. В ведомстве считают, суды приурочены к 19 декабря, дню голосования Генассамблеи ООН за принятие резолюции по правам человека в аннексированном Крыму. Кроме того, 18 декабря подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционную жалобу на приговор журналисту Николаю Семене, которого обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В сентябре за статью на сайте Крым Реалии ему присудили 2,5 года тюремного заключения условно с испытательным сроком и запретом заниматься публичной деятельностью в течение 3 лет. В итоге суд смягчил приговор в части дополнительного наказания. Теперь Семене запрещена публичная деятельность на 2 года, а условный срок лишения свободы остается в силе. Крым в центре внимания. Крым в центре внимания, естественно, для радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами ближайшие почти 1,5 часа. И, конечно же, прежде всего хочется спросить у адвоката Александра Попкова, который сейчас с нами на связи, что означает, по-вашему, ну вот такая концентрация судебных заседаний. Доброе утро, слышите ли вы нас? Алло, доброе утро. Концентрация этих всех судебных заседаний означает дальнейшее продолжение ужесточения политики по отношению к недовольным, несогласным крымским татарам. В общем-то, все понятно. Смотрите, но ведь каждый раз, что мы видели, когда было какое-то судебное заседание, приходили люди в здание суда, или, если их не пускали, то к зданию суда, возможно, задача была, в том, чтобы, я не знаю, распылить тех, кто поддерживает, потому что одновременно на 70 заседаний собрать людей, или там прийти людям сложнее. На это был расчет, что вот никакой поддержки нет? Или поддержка все равно была? Я не знаю, насколько это согласовано было, назначение этих заседаний. Поддержка-то все равно у людей была. Просто это же еще особенности
судебной системы, там, как они назначают, не знаю, ну, не хочется вдаваться в конспирологию, что вот дали команду для того, чтобы распылить людей. Не могу об этом говорить. Хорошо, и вы же ведете дело Николая Семены. Скажите, пожалуйста, я уже читал его заявление о том, что вот это так называемое смягчение, что он не имеет права заниматься какой-то публичной деятельностью уже не 2,5 года, а меньше, ну, это издевательство, я так это процитирую. Вот как вы прокомментируете, почему такое решение, что вы будете делать дальше, кстати? Мы будем обжаловать это решение в Европейском суде, но сам приговор, потому что, естественно, он нас не устраивает обвинительный приговор. Вот. А что касается вот этих снижений, ну, вы знаете, мы про это вообще как бы и перед заседанием не думали, и после заседания, так знаете, развели руками. Ну, было 3 года запрета, стало 2 года запрета. По сути, они, в общем-то, вообще с момента начала, ну, с момента возбуждения уголовного дела и обыска прекратил работать в качестве журналиста не только Семена, но и еще как минимум десяток его коллег, которые писали для прессы Украины. И, соответственно, он не занимался этой деятельностью с того времени, заниматься уже теперь в Крыму не будет, потому что это опасно. Это опасно. Хорошо. Каковы перспективы вашего дела, например, в Европейском суде по правам человека? По сути, мы же имеем, ну, запрет на профессию для человека, который зарабатывал и, ну, там, я не знаю, содержал себя благодаря своей журналистской деятельности. Европейский суд, конечно, это такая отдельная структура, и никогда нельзя говорить, что мы вот придем и выиграем, а у них свои принципы, свои правила, и иногда бывает, что довольно очевидные дела заканчиваются не так очевидно, но здесь мы видим очень неплохие перспективы, потому что было нарушено как минимум несколько статей конвенции, несколько прав человека, и недавно, совершенно 5 октября, была резолюция Европарламента по поводу преследования Чайгоза, Умерова и Семены, на которой Европарламент попросил Европейский суд рассмотреть это дело в приоритетном порядке. И, соответственно, мы будем направлять и просить суд, а уже от суда будет зависеть, как они будут рассматривать и как они согласятся ли с нашими доводами или нет. Последний короткий вопрос. Рассчитываете ли вы на рассмотрение этого дела в Европейском суде по правам человека по какой-то ускоренной процедуре? Потому что обычно это занимает годы. По сути, уже может и закончиться даже этот условный приговор Семены, когда суд только начнет рассматривать дело против России. Ну вот да, как раз таки приоритетный порядок, это и есть более ускоренная процедура. Но в последнее время Европейский суд значительно ускорился даже по простым делам. То есть если раньше это было 7, 9, а то и 10 лет, то сейчас уже 2, 3, 4 года в последнее время и есть, ну, в общем-то, неплохие перспективы. Есть неплохие перспективы. Спасибо, что вышли с нами на связь. Александр Попков, российский адвокат ряда крымских заключенных, был с нами на связи, прокомментировал в частности перспективы рассмотрения дела Николая Семены Европейским судом по правам человека. А мы продолжаем эфир. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Вы можете смотреть нас в Фейсбуке и в Ютубе. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для жителей Крымского полуострова. И, естественно, можете читать нас в Твиттере и там же предлагать свои темы. А сейчас у нас на связи Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Слышно ли меня? Доброе утро, слышно, нормально. Как вы прокомментируете тот факт, что вот на вчера на один и тот же день назначено 70 заседаний? Для чего это, по-вашему, сделано? И второй сразу вопрос вдогонку. Какой была поддержка в зданиях суда, возле зданий судов тех людей, которые вчера были под судом? Ну, скажу, во-первых, уточню, что было не 70, а 86 судебных процессов. Вчера в том числе и Николая Семены и по делу 26 февраля. Вчера судебный конвейер мчался на всех парах. Поддержка была, скажем, везде, где судили наших соотечественников. Собирались десятки,
возле здания суда крымским татарам, крымским мусульманам чай, кофе, элял, колбасу. То есть, таким вот образом она выразила поддержку тем людям, которые борются с этой. Я много раз слышал, что выходят в поддержку, к зданиям суда или в здание суда заходят далеко не только представители крымско-татарского народа. Уже есть некие даже объединения людей, которые каждый раз, выходят в поддержку и, демонстрируют свою точку зрения. С другой стороны, мы видим, что даже, назначение судов на один и тот же день, это попытка размыть это дело и размыть поддержку, как мне кажется. Что будет дальше с этими судебными делами? Что будет дальше с поддержкой? Не запугают ли вас, условно? Я скажу так, действительно поддержка есть, и действительно уже присоединяются к нам не только крымские татары, и украинское сообщество, и просто граждане национальности тоже участвуют в этих процессах. И то, что в ответ на арест сервера Караметова вышло 8 участников одиночных пикетов, на задержании 6 бахтарайских крымских татар вышли сотня. Это говорит о том, что если будут репрессии против крымских татар продолжаться, то вместо той сотни выйдут тысячи. То есть вы рассчитываете на... Не удастся просто запугать. Не удастся запугать. Я уже знаю, что начат опять сбор средств для выплаты этих самых штрафов. Вы, вероятно, видели это, воочию. Как воспринимают люди, которые должны принимать от вас, я не знаю, ведро 10-рублевых монет, которые хором составляют 10 тысяч рублей? Возмущаются, но с другой стороны, а что делать? Их работа пусть считают. Люди таким образом высказывают свою поддержку. И вчера сразу же возле практически каждого здания суда начался этот процесс возобновления акции «Крымский марафон». И уже несколько тысяч в разных регионах пособирали. Я могу точно сказать там. Рубля. Хорошо, спасибо вам большое за этот разговор. Напоминаю, Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа, был с нами на связи. Мы сейчас обсуждаем вчерашнее заседание. Как уточнил уважаемый Заир Смедляев, 86 дел вчера рассматривалось в Крыму. Он сам это назвал уже таким судебным конвейером. И сейчас у нас есть звонок на линии, звонок из Крыма. Здравствуйте, слушаем вас, представьтесь. Здравствуйте. Владимир из Крыма звонит. Да, здравствуйте. Алло. Только отойдите, пожалуйста, от приемника, так вам будет удобнее, и слушайте меня в трубку. Слушаю вас. Здесь такое дело. Да, если когда невиновных человеков судят, это одно дело. Но когда разыгрывают крымско-татарскую, бывает, карту могут разыгрывать, то могут, вы знаете, что даже если человек убьет кого-то, вы будете говорить, что он невиновен, и об этом будут это трубить все. И будут сбегаться люди там некоторые. Понимаете? Одно дело, когда это виновный человек, другой невиновный. А то вы все подряд. То разыграть, чтобы натравить людей, одну нацию на другую. Это у вас первейшая задача. Хорошо, а как вы считаете, людей, которые просто вышли с одиночными пикетами, да, стояли возле трассы и говорили, что крымские татары не террористы, их сейчас всех срочно собрали, и за вчера уже 86 судебных заседаний. Где здесь правда, по-вашему? Исчез человек с линии, то есть нормальная история, позвонить в эфир для того, чтобы сказать свою фразу и дальше убежать. Что ж, такие зрители, слушатели у нас тоже есть. Я зачитаю еще одно сообщение из нашей прямой трансляции на Ютубе. Некий Димон Счастливый пишет: «Пусть живут спокойнее и не бунтуют, это вам не Украина, чтобы хотеть... И чтобы что хотеть, то и творить. В России своя конституция и свои законы, в отличие от Украины, где творится бардак, коррупция и беззаконие. Тогда никто никого трогать не будет и будут жить спокойно». Такое мнение Димона Счастливого, которое он прислал к нам в чат Facebook трансляции. Вы, кстати, уважаемые радиослушатели, тоже можете сюда писать, а также звонить нам по номеру 8 800 1006 926. 8 800 1006 926. Сервер Мустафаев, активист Крымской солидарности, с нами сейчас на связи. Сервер, здравствуйте, слышно ли меня? Здравствуйте, студия, да.
О, прекрасно вас слышно. Скажите о ваших впечатлениях относительно вчерашнего, как сказал уже Заир Смедляев, судебного конвейера. Ну, абсолютно согласен и за Заирага, и со всеми, кто действительно вчера это заметили. Но оно было очевидно, что это было не что иное, как конвейер. А если спросить о цели этого конвейера, то, ну, как озвучивалось, пытались найти организаторов всех этих, скажем, да, массовых, так называемых, негодований со стороны народа. Почему говорю народа? Потому что это действительно абсолютно разные и по социальному, и по возрастному статусу люди. Ну и, как мы увидели, это со всех уголков Крыма. Люди просто выходили, а после вчерашнего еще больше людей хотят выходить и показывать свое недовольство. И вот когда искали организаторов, все стало очевидно уже давно, ну уже 2-3 года назад, уже почти 4 года назад, а вчера стало еще очевиднее. Потому что организатором являются только те, кто создают все это бесчинство, беспредел, беззаконие. Потому что вчера судили абсолютно незаконно, так же, как и в последнее время все суды проходят. Незаконно людей вешали ярлыки, клеймили, строили все обвинения на мнимых, фальшивых и подделанных доказательной базе, да? Я говорил в одном из своих эфиров с социальным философом, и она предположила, что вот желание закручивать гайки и задерживать даже тех, кто вышел на одиночный пикет, по ее мнению, скорее приведет к тому, что эти гайки просто сорвет. Вот насколько вы считаете, она права, да, и как вы оцениваете, как будет развиваться ситуация? Действительно же, количество людей, выходящих в поддержку, возрастает. Конечно, здесь даже многого, не надо, достаточно посмотреть события последних 6 месяцев, да, то есть когда просто совершенно, скажем, да, без сговора с кем-то вышел Севрер Ага Карамет, дедушка 76 лет, инвалид, и которого просто, бесчеловечно, бесчувственно погрузили в машину вот этого дедушку, еще обвинили, что он сопротивлялся здоровым дядькам в форме. И взамен к нему вышло 7 или 8 человек других стариков, которых также погрузили, оштрафовали и так далее. И взамен к ним вышло еще 100 или чуть больше человек. И вчера, просто на судах было видно, сколько людей вышло поддержать этих людей в один день, 86 человек, которых вчера судили. Вот к ним на поддержку вышло по Крыму, порядка, наверное, 800 тысяч человек. То есть вот она динамика. То есть к чему она ведет? Она ведет к тому, что люди все яснее и яснее понимают, что происходит. И если пытаются навязать, что это связано только с какими-то политическими или религиозными убеждениями кого-либо из, но не народа, то становится все яснее, что нет, это как раз-таки вслед за одними придут к другим в дома в 6 утра, будить, ломать, клеймить, сажать и так далее. И люди понимают, что промолчи сегодня, завтра может стать поздно. Вот к нам звонил слушатель, Сервер Ага, к нам звонил слушатель, который сказал, да вот не надо разыгрывать крымско-татарскую карту, не надо стравливать там крымско-татарский народ с остальными национальностями, и тогда все будет спокойно. Как бы вы прокомментировали мнение этого нашего слушателя? Я абсолютно согласен, не надо стравливать. Так вопрос в другом, это же, наверное, надо не к народу обращаться, а к властям, к силовикам, которые... просто статистика сама за себя говорит, факты сами за себя говорят. С чего бы тогда 80 человек сейчас посадили, с чего бы порядка 50-55 человек сейчас сидит по уголовным статьям, с чего бы тогда пропадали люди, с чего бы тогда проводились пытки над людьми, как над подопытными, не знаю, животными, даже над животными такого не творят. И, не надо, я тоже согласен. Останови все это бесчинство, и не о чем будет говорить и этим пикетчикам, и этим людям, и этим родителям, и детям. Хорошо, и последний к вам вопрос, опять же, попрошу прокомментировать мнение нашего слушателя, который вот в нашем чате в трансляции YouTube написал, пусть живут спокойно, не бунтуют, это вам не Украина, и тогда всем будет спокойно. Вот как вы о бунте выскажетесь? Здесь, знаете, одна история, каждый видит свою сторону. Двое сиделок, говорит, в тюрьме и посмотрели в окошко. Один в окне увидел яркое небо, звезды и луну,
а другой посмотрел в это же окошко и увидел мусор и крысы, лазающие возле этого мусора. То есть это вот взгляд с двух сторон, казалось бы, но просто он не должен быть предвзятым. И здесь вопрос не бунта, здесь вопрос, когда люди такое говорят, они считают, что их это не коснется. Хорошо, вот, можете, пожалуйста, Сервер, можете, пожалуйста, побыть на линии? У нас есть звонок из Крыма, вы тоже будете его слышать. Здравствуйте, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Владимир из Крыма. Мое мнение такое, чего еще не хватает нашим крымским татарам? Сегодня в Крыму все делается для каждого народа, для всех социальных групп. Значит, Украина, это не только мое мнение, Украина 23 года не видела, не знала крымских татар. Вот, не узаканивала Меджлисы, Курултай и так далее. И вдруг сейчас такая отеческая, материнская забота. От чего это? Так что слушатель предыдущий был прав. Не надо стравливать нас друг на друга. У нас все равны, все одинаковые. Вот. А Меджлис всегда был деструктивной организацией. Вот. Значит, всегда выступал против любой власти. Хорошо, Так? я вас понял, спасибо. Ну что, прокомментируйте, пожалуйста, Сервер. Да, конечно, это очень распространенная мысль, очень распространенный взгляд, который пытаются навязать обществу, что вот есть якобы такие, скажем, такое меньшинство или такие люди, которые пытаются политизировать, особенно сегодня мы видим все дела, которые вообще очевидно политизированы, и что вот есть крымские татары, которые всегда чем-то недовольны. На самом деле, то, что строятся школы или строятся дороги и так далее, ну, это прерогатива государства, и она должна этим заниматься, она делает это для своих граждан. А когда мы видим, как происходят облавы в мечетях, когда происходят облавы на рынках, и все это видно, очевидно видно в местах компактного проживания этого коренного народа, то назвать это, что все хорошо, все прекрасно, жизнь цветет, ну, нельзя. И нельзя не видеть правды. И поэтому я не называю это тем, что кто-то чем-то недоволен мнимо. На самом деле это есть, имеет место быть, и люди выражают вот даже по пакетам. Ведь это разрешенное законодательством мероприятие, одиночные пикеты. Это имеет массовый характер на материковой части. Но мы видим абсолютно разные подходы даже силовиков на материковой части и в Крыму. Поэтому здесь просто хочется попросить или пожелать, наверное, всем, кто не разделяет или не понимает, или не видит, чтобы все-таки увидели. И чем раньше, тем лучше. Потому что сегодня это касается одних, завтра это коснется других. Что ж, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Сервер Мустафаев, активист Крымской солидарности, был с нами на связи. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, это радио Крым Реалии. Вы можете слушать нас на АМ 549 кГц и на 105,9 FM и звоните нам 8 800 1006 926. Мы всегда готовы с вами обсуждать самые главные темы. После новостей придем к вам со следующей темой. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Крымские суды оштрафовали активистов. Центр избирком России проверит документы Навального. Минимум 6 человек погибли в поезде в США. Далее подробно. Более 60 судов по всему Крыму оштрафовали крымских татар, которые вышли на одиночные пикеты в знак протеста против арестов и обысков. Подробности рассказала адвокат Лиля Гимеджи. Абсолютное меньшинство судей сегодня предоставило возможность стороне защиты. Сторона защиты не только не могла выстроить линию защиты, она была не знакома с материалами дела. Около 7 судебных заседаний перенесли, 5 административных протоколов отправили на дорасследование. Большинство активистов были оштрафованы на сумму 10 тысяч рублей. В
Центральной избирательной комиссии России сообщили, что документы оппозиционера Алексея Навального для участия в президентских выборах будут рассмотрены наравне с заявками других кандидатов. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова утверждала, что регистрация Навального кандидатом в президенты невозможна из-за его судимости по так называемому делу Киров-Леса. Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию. По меньшей мере 6 человек погибли в США в результате схода с рельсов пассажирского поезда 18 декабря в штате Вашингтон, заявил американский чиновник. Он сообщил это агентству Associated Press на условиях анонимности, поскольку не уполномочен обсуждать ход расследования. По его данным, предварительно известно, что поезд мог столкнуться с чем-то на своем пути. Катастрофа произошла утром по местному времени, примерно в 65 километрах от Сиэтла. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местных правоохранителей, все погибшие пассажиры поезда, хотя несколько вагонов упали на дорогу и столкнулись с автомобилями. По данным медиков, 77 человек доставили в больницы. Великобритания призывает международное сообщество поддержать резолюцию ООН по правам человека в Крыму. Об этом говорится на официальной странице в Твиттер посольства Великобритании в Украине. В Нью-Йорке 14 ноября на заседании 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму. В результате голосования 71 страна выступила за принятие документа, 25 против и 77 воздержались. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 2 градуса, на Чингаре и в Новоалексеевке 3 градуса тепла. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Предупрежден, значит вооружен. Крымчане имеют право знать. Сейчас будем говорить о погоде, поскольку в Киеве уже так прошел нормальный снежный циклон, и насколько я видел по прогностическим погодным картам, хвост его как минимум зацепит и Крым, и в ближайшее время погода резко ухудшится. Готовы ли на полуострове к непогоде? Вот это все мы будем обсуждать вместе с вами в ближайшие 25 минут. Но самое главное, уважаемые радиослушатели, крымчане, звоните нам и рассказывайте о своих, как это говорится, лайфхаках, изобретениях. Как вы, не выезжаете никуда, как вы на это реагируете, как вы оцениваете состояние дороги, уборки снега. У вас же есть в этом опыт уже. Все это хотим вместе с вами обсудить. Номер телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Вы нас слушаете в 8:35 и 13:10 по крымскому времени, 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины, на 105,9 FM и на 549 AM. Ну что ж, начнем о погоде. Тема дня. Крым в центре внимания. Переменчиво и сурово. Российское управление МЧС Крыма предупреждает, в ближайшее время погода на территории полуострова резко ухудшится. В прошлом, 2016 году, ухудшение погодных условий принесло значительный дискомфорт жителям Крыма. 5 декабря в Севастополе на обледеневших дорогах наблюдался транспортный коллапс. В Симферополе коммунальщики едва справлялись с расчисткой дорог и тротуаров. Улицы города очищало 6 машин с 3 утра, но дороги все равно заметало. Российские власти Симферополя оправдывали транспортный коллапс тем, что 16 мм осадков за ночь – не характерная для города ситуация. Тогда подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов обязал чиновников, ответственных за работу ЖКХ, навести порядок и пригрозил вывесить фотографии тех, кто не справляется со своими обязанностями, на так называемую доску позора. Подготовили ее еще осенью, до прихода холодов. Со всей пролетарской ненавистью проговорите на сегодняшний день. И еще раз говорю, если нужно кому-то придать ускорение, ко мне сегодня заведите, я целый день на работе. Я им сегодня всем расскажу, что я думаю об их деятельности. Крымчане же тогда рассказывали журналистам и блогерам, коммунальные службы не работают должным образом. Прогноз погоды снегопад висит уже очень долго в интернете. Конечно, коммунальщики должны были подготовиться еще до начала рабочего дня, то есть до 6 утра. Весь город было аж 5 автомобилей, вот эти спецавтомобилей. И сегодня видел одного, даже не снегоуборочный, а вот это посыпали.
Вот один автомобиль видел. Коммунальные службы могли бы работать получше, тогда бы, может быть, было меньше пробок. У нас обычно зима мягкая. Половина машин выехала на летней резине. Кто-то вообще не умеет водить, потому что это его первая зима. В ноябре 2017-го подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Игорь Лукашов сообщил, в этом году в случае ухудшения погодных условий коммунальные службы города будут к этому готовы. В интервью информагентству РИА Новости он убеждал, для города уже подготовили необходимую технику и закупили достаточное количество химических реагентов для уборки снега и льда. Крым в центре внимания. Итак, это радио Крым Реалии. Еще раз напоминаю номера телефонов 8 800 10 06 926. Готовы ли вы, например, к штормовому предупреждению? Сегодня уже обещали дождь с мокрым снегом, и уж точно прогнозы свидетельствуют о том, что в ближайшее время погода в Крыму ухудшится, и возможны повторения тех же самых историй, которые были год назад, когда действительно был транспортный коллапс. Попробуем обсудить историю с вот этой самой особенностями подготовки и особенностями, даже, я не знаю, сезона на юге Украины и, в частности, в Крыму с Николаем Ивановичем Кульбидой, директором Украинского гидрометеорологического центра. Николай Иванович, доброе утро. Здравствуйте. Алло. Слышно ли меня? Здравствуйте. Добрый день. Вопрос. Да. Вот, наконец-то я... Да, я вас слышу уже. Если можно, да, отойдите от приемника. Я так понимаю, что вы меня из приемника слышите, да? Слушайте в телефон. Вот, вопрос к вам. Сейчас у нас, по сути, достаточно теплая зима, но вот даже погода, хоть киевская, хоть южнее, показывает, что циклоны приходят достаточно мощные, и это действительно может вызвать определенные затруднения. Насколько такая погода может продлиться, и что, может быть, вы знаете характерного именно для Крымского полуострова? Нынешняя ситуация вообще-то уже заканчивается. Вот циклон, который прошел с юга на север, он сейчас где-то на границе с Белоруссией. Осадки уже, интенсивность их упала существенно. Вот на юге и востоке вообще никаких осадков, поэтому и в ближайшие дни там только температурный режим немножко понизится. Ночные морозы составят так от 1 до 6 градусов мороза, а днем температура близкая к нулю. Хорошо. Поэтому ничего особенного. Ничего особенного. Хорошо. Есть ли какие-то особенности Крымского полуострова с точки зрения погоды и с точки зрения ее изменений? Там же есть перевалы через Крымские горы, там есть отдельная климатическая зона субтропики и отдельно степной Крым. Что вы об этом можете сказать? Относительно Крыма, пока никаких опасений особых не видно, потому как ситуация изменилась, и в течение ближайшей недели чего-нибудь таких существенных осложнений погоды в Крыму и даже в горных районах ожидать не следует. Хорошо, спасибо вам огромное. Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра, был с нами на связи. А я напоминаю нашим радиослушателям, ой, что-то я заговариваюсь. Во-первых, вы можете писать нам в Facebook. Во-вторых, вы можете смотреть нас в Фейсбуке. В-третьих, вы можете комментировать и смотреть, естественно, в нашей трансляции в Ютубе, писать в Твиттер. Ну и, конечно же, номер телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для жителей Крымского полуострова. Вы можете звонить нам в студию, вы попадете в эфир и выскажете свое мнение относительно, прежде всего, лайфхаков или там способов, которыми вы боретесь, условно говоря, с непогодой. Но есть еще номер для жителей материковой Украины. Это, соответственно, 044. Сейчас я его увижу. 490 2905. Звоните нам, пожалуйста, и высказывайте свои мнения. У меня есть несколько подготовленных материалов относительно готовности Крымского полуострова к зиме и к возможному ухудшению погоды, поскольку напоминаю, что еще вчера-сегодня прогнозы были крайне неутешительными, и вот сегодня в новостях мы слышали, что возможен дождь с мокрым снегом уже на Крымском полуострове. Итого, цитирую заявление руководителя МЧС России в Крыму Сергея Шахова. 21 ноября он это заявление сделал. Итак, дорожные службы в ряде районов Крыма не готовы к зиме.
Специалисты российского МЧС проанализировали готовность городских и автодорожных служб к зимним рискам. Проверки проводились в Судаке, Белогорске, Кировском, Джанкойском районах. Возраст некоторых снегоуборочных машин, как определилось, превышает 30 лет. То есть машины старые. Кое-где не хватает песчано-солевой смеси, в отдельных случаях она не соответствует нормативным требованиям, а в некоторых городах Крымского полуострова дорожная техника, которая должна обеспечивать нормальное состояние дорог зимой, не подготовлена, например, в некоторых машинах просто нет аккумуляторов. Цитирую господина Шахова. В Белогорском районе на технике повышенной проходимости отсутствуют аккумуляторные батареи. В Кировском районе поворотный отвал для уборки снега. И это в условиях действующего штормового предупреждения, когда в любой момент дороги полуострова могут оказаться под слоем снега и льда, сообщил Шахов. Судя по итогам проверки МЧС, опыт прошлой зимы никак не отразился на работе дорожных служб. Между тем, первый снегопад в этом году обрушился на Киев, на Крым, извините, 30-31 октября. В итоге на Ангарском перевале образовались заторы. Стабилизировать ситуацию удалось лишь несколько часов спустя. Вот такие новости у меня есть, такие подготовленные материалы. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Говорим о предупреждении, которое было еще сегодня ночью, что в Крыму может резко ухудшиться погода, может быть мокрый снег с дождем. И, соответственно, с этой стороны говорим также о подготовке техники на Крымском полуострове к тому, чтобы ликвидировать последствия, например, снега или обледенения. Тут же какой еще есть вопрос? Кстати, уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам звонить и высказываться. 8 800 1006 926. 8 800 1006 926. Крымчане, позвоните, расскажите, как вы в зимний период, во-первых, себя ощущаете на дорогах, например, а во-вторых, соответственно, какие у вас есть собственные изобретения, чтобы, я не знаю, объезжать или не выезжать, или что вы там делаете. Саша Гаврилов написал нам в чат YouTube-трансляции «Холодно в Крыму». Спасибо вам, Саша Гаврилов, за это сообщение. Я же еще должен вам сообщить следующее. Две новейшие мобильные газотурбинные электростанции ввели в эксплуатацию в Севастополе. Их работу проинспектировал подконтрольный Кремлю губернатор Дмитрий Овсянников. Сообщается о 6 блоках общей мощностью 135 мегаватт. Но дальше цитата господина Овсянникова. Суммарной мощности хватает на все потребности города. В случае понижения температуры ниже минус 10 градусов есть план действий. Существует региональный штаб, инструкции, ввод дополнительных мощностей как у мобильных газотурбинных станций, так и у наших установок. В зависимости от степени понижения температуры могут вводиться дополнительные ограничения, но в целом система готова к работе в такой ситуации. Это об энергообеспечении. Самая главная история, насколько мне кажется здесь, да, поскольку я уже рассказал вам об инспекции снегоуборочной и специальной зимней техники, состоит в том, что большинство машин, старые, завоз запчастей, например, к импортным автомобилям возможен, конечно же, но это завоз в обход санкций, и, соответственно, сама процедура будет продолжаться дольше, и, соответственно, наверное, и цены будут повыше для этой самой техники. Вторая часть, что завоз новой современной техники, которая не производится, например, на территории Российской Федерации, в связи с санкциями в Крыму невозможен. И я думаю, что это и есть одними из главных проблем, которые сейчас пытаются решать крымские власти. Я напоминаю нашим радиослушателям, вы можете позвонить нам прямо сейчас по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926 и, соответственно, для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Расскажите о том, как вы преодолеваете зимние негаразды, как это говорят по-украински, и что можете с ними сделать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. А я напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Я с вами попрощаюсь примерно на 10 минут. Сейчас вы услышите истории Громенко, и мы с вами услышимся в следующей получасовке. В эфире радио Крым Реалии. Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Приветствую всех слушателей радио Крым Реали. Сегодня завершаем рассказ о мифе о Крымской Калифорнии. И разоблачение его начнем с признания нескольких очевидных фактов. Да, еврейская сельскохозяйственная колонизация Северного Крыма при поддержке международных организаций и впрямь имела место в 20-30-е годы 20 века. И, кроме того, действительно существовали планы создания еврейской автономии на территории полуострова. Вот только никакой передачи Крыма в залог иностранным донорам они не предусматривали. Основная легенда, как мы знаем, такова. СССР получает взаймы деньги на переселение евреев и создание в Крыму для них республики под залог земли полуострова. Должен расплатиться к 19 февраля 1954 года, а иначе Крым уходит держателем акций, и полуостров передают Украине, чтобы Россия не несла ответственности за сделку. Что ж, разберем этот миф по пунктам. 8 февраля 1924 года Политбюро Компартии Советского Союза приняло решение о создании Комитета по земельному устройству еврейских трудящихся, Комзета, в компетенцию которого входило распределение земли для будущих еврейских переселенцев. Хотя официально Комзет был создан 29 августа того же года, уже 2 июня его члены во главе с Петром Смидовичем приняли решение в качестве районов поселения еврейских трудящихся наметить в первую очередь свободные площади, находящиеся в районе существующих еврейских колоний на юге Украины, а также Северный Крым. Тем временем, 21 июля в США специально для ведения еврейских земельных дел была создана корпорация AgroJoint, руководителем которой стал Джозеф Розен. В конце года он вступил в переговоры с советским правительством в лице Смидовича, предложив выделение $15 миллионов на земельное обустройство евреев в обмен на прекращение гонений на иудаизм и содействие миграции сионистов в Палестину. Об автономии Крыма речь на переговорах не шла. И самое главное, по утверждению исследователя Дмитрия Караичева, работавшего в Государственном архиве Российской Федерации с учредительными протоколами Комзета, начатыми 4 сентября 1924 года, в документах нет никаких упоминаний ни о какой республике или автономии в Крыму. Речь шла об освоении целинных территорий безземельными евреями. Делался акцент на то, что представители этого народа пару тысяч лет не имели права владеть землей и обрабатывать ее, и только советская власть дала им такую возможность. Какие подразумевались территории для поселенцев? В основном Украина и Белоруссия. Крым упоминался всего пару раз. Более того, в первом соглашении AgroJoint и Совета народных комиссаров Советского Союза, заключенном 29 ноября и ратифицированном 16 декабря 1924 года, слово «Крым» вообще отсутствует. Далее. 31 января 1927 года был заключен второй трехлетний договор СССР и AgroJoint, а 15 января 1929 года третий, утвержденный 15 февраля. Именно вокруг последнего соглашения и выстроено множество конспирологических теорий о судьбе Крыма. Из-за параноидального устройства российской архивной системы советская копия договора 1929 года до сих пор не опубликована, что порождает различные кривотолки. Но если поискать, то можно обнаружить копию, принадлежащую AgroJoint. О чем же в ней шла речь? Итак, Советский Союз получает взаймы $9 миллионов сроком на 17 лет под 5% годовых на обеспечение деятельности Комзета по обустройству евреев. Статья 1. СССР, в свою очередь, на всю сумму печатает облигации займа номиналом в $1000 на предъявителя и размещает их в Нью-Йоркском банке Chase National Bank. Статья 2.
При этом Крым в тексте упоминается трижды – в преамбуле и 2 раза в статье 14, всякий раз в составе словосочетания «the Crimea and the Ukraine», обозначающего места еврейской сельскохозяйственной колонизации. Стоит ли говорить, что требование о создании в Крыму еврейской республики в тексте отсутствует в принципе? Естественно, что и государственные облигации также не предусматривают никаких земельных паев на полуострове, вопреки россказням адептов мифа о Крымской Калифорнии. Ну и вишенка на тортике. Договор 15 января 1929 года был заключен агроджойнтом не с правительством Советской России, а с Комзетом при Президиуме Совета национальностей Центрального исполнительного комитета СССР. А на резолюции о вступлении договора в силу 15 февраля стоит подпись секретариата Совета народных комиссаров СССР. Таким образом, передача Крыма из состава России в состав Украины не помогла бы избежать Советскому Союзу финансовой ответственности, будь она заложена в договоре, чего, естественно, не было. Еще 22 марта 14 апреля 1933 года было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее радикальное сокращение американской помощи до 2 миллионов 900 тысяч долларов. Виною тому была Великая депрессия. Что же до появления дат 1953 и 1954, которых попросту не было в текстах упомянутых договоров 20-х годов, то и они объясняются легко. 21 августа 1938 года между СССР и агроджойнтом было подписано официальное соглашение о прекращении действия всех предыдущих договоров и дополнений к ним, начиная с 1927 года. С 1930 по 1933 год, то есть еще до сокращения американского займа, советское правительство выпустило 24 серии государственных облигаций на общую сумму 5 миллионов 300 тысяч долларов, принадлежащих агроджойнту. Последний срок погашения последней серии был определен 1 января 1953 года. Отсюда, видимо, и произрастают корни легенды о том, что после этой даты Крым нужно было отдать американцам как залог. Однако, во-первых, полуостров не фигурировал в качестве залогового обеспечения займов ни в одном из соглашений. А во-вторых, в 1938 году был определен и порядок расчетов. Агроджойнт передавал в Chase National Bank все принадлежавшие ему облигации и отказывался от любых претензий к советской стороне. СССР, в свою очередь, оплачивал в 1939-40 годах 2 миллиона 800 тысяч долларов по выпущенным ранее облигациям. Крым в этом документе также не упоминался. Ну и в мае 1938 года были ликвидированы Комзет, и многие его участники репрессированы. Таким образом, никаких доказательств того, что Крым был назначен залогом обеспечения возврата американских займов, ни в одном из соглашений между СССР и агроджойнтом нет. Миф о том, что Кремль передал Крым Украине, чтобы уклониться от выплаты долга, не только не имеет документальных подтверждений, но и лишен здравого смысла. Ну а что до подлинной причины депортации крымских татар, то она, разумеется, никак не была связана с проектами создания еврейской республики на полуострове. Просто по меньшей мере дважды, в 1939, 1940 и 1945-1948 годах Советский Союз готовился к войне Турции, и этой задаче были подчинены не только внешние механизмы, но и внутренняя политика государства. В 1943-1944 годах были выборочно депортированы жители Кавказа, которых Сталин подозревал в недостаточной лояльности. В 1944 году почти все неславянское население Крыма. В результате операций по выселению оба будущих плацдарма советско-турецкой войны, как предполагалось, Крым и Кавказ, были освобождены от, цитирую, нежелательного, сомнительного и антисоветского элемента. Но заранее подготовленный конфликт так и не состоялся. Атаковать проливы Босфора и Дарданеллы СССР было фактически нечем. На Потсдамской конференции претензии Москвы к Анкаре другие страны не поддержали, а поскольку Турция успела объявить войну Рейху, она формально принадлежала к клубу победителей. После присоединения в 1952 году Турции к НАТО, советско-турецкая война уже окончательно была снята с повестки дня. Но негативные последствия гипотетического конфликта ощущались еще полвека. Депортация нескольких десятков народов Крыма и Кавказа – это не акт мести государственной машины. Ни массовое дезертирство, ни массовый коллаборационизм, никакие другие якобы справедливые причины не оправдывают и не могут оправдать изгнание людей с их родины. Массовое выселение – это преступление тоталитарного режима против своих граждан, чью жизнь и будущее диктатор принес в жертву внешнеполитическим амбициям Советской империи. И Крымская Калифорния тут совсем ни при чем.
С вами был Сергей Громенко и «Крымские истории» на радио Крым Реалии. Услышимся. А я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии, утро на радио Крым Реалии. Вы все так же можете, кстати, звонить нам в эфир 8 800 10 06 926. Скоро у нас будет выпуск новостей. Я же пока проанонсирую следующую тему, а вы, уважаемые радиослушатели, можете к ней подготовиться. Тут стало известно, что в Севастополе свадебный бум. Свадебный бум означает, что значительно больше браков зафиксировано в 2017 году, чем, например, в 2016. И отдельный аспект вот этого самого свадебного бума состоит в том, что порядка трети всех браков, четверть всех браков — это не севастопольцы. Это жители других регионов, как написано в новости, других регионов России. То есть это жители соседних регионов России. Зачем столько людей приезжает в Крым и заключает там браки? О чем это свидетельствует? Является ли это там доказательством или примером заселения Крыма некоренным населением, как это уже бывало неоднократно в истории Крымского полуострова? Вот это все мы собираемся с вами обсудить сразу после выпуска новостей. Пожалуйста, звоните нам, расскажите, как вы к этому относитесь. Кстати, еще один аспект, который мы с вами обязательно обсудим, это... скажем так, нелегальность брака, заключенного на территории Крымского полуострова с точки зрения остальных стран. И что с этим делать? Что делать даже севастопольцам, коренным севастопольцам, которые заключили брак? Вот этот аспект нам тоже будет очень интересен. Расскажите о своих историях. Знаете ли вы такие истории? Все это сразу после выпуска новостей. Я напоминаю, меня зовут Павел Новиков. Это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по номеру 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Смотрите нас в Ютубе, в Фейсбуке, в Твиттере. Предлагайте свои темы. Мы скоро продолжим. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Новости в эфире радио Крым Реалии. Доброе утро, в студии Андрей Гевко в этом выпуске. Семина рассказал о приговоре суда. Австрийцы протестуют против нового правительства. Пряничный квартал создают в Одессе. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор журналисту Николаю Семене в части дополнительного наказания. Речь идет о запрете заниматься публичной деятельностью на 2, а не на 3, как было ранее, года. Подробности рассказал сам журналист.
Участие в Европарламенте накладывает на нее какие-то обязательства, в том числе относительно преследования. Я не знаю, есть ли вообще где-то в мире еще такая санкция, как запрет на профессию. Приговор автору «Радио Свободы» и Крым Реалии Николаю Семене относительно лишения свободы на срок на 2,5 года условно остается в силе. На улице Вены накануне вышли тысячи людей, не согласных с курсом нового правительства Австрии. Митингующие собрались на Хельденплац, площади в самом центре австрийской столицы. Главные претензии к политикам – их обещание резко усилить миграционное законодательство и отменить выплаты для иммігрантів. Я вірю, що Австрія повинна залишатися відкритою. Так, ми маленька країна і не в змозі прийняти кожного, але нам необхідно уникнути підозр щодо мігрантів. Ми не хочемо вороже ставитися до біженців. Неподалеку дежурили полицейские и пожарные, готовые разогнать демонстрацию в случае агрессивного поведения толпы. Столкновений удалось избежать. По итогам выборов, состоявшихся в октябре, Австрия стала единственной западноевропейской страной, где крайне правые вошли в правительство. Пряничный городок ко Дню Святого Николая готовится создать в Одессе. Об этом сообщает сюжет 5 канала. Подробности журналистам рассказала организатор акции Оксана Бубликова. Мы ответственны за то, чтобы погружать полностью всю семью, от самых маленьких до самых стареньких, в ощущение новогодних праздников. На прянике размером 18 квадратных метров выстроили целые улицы с пряничными домиками, шоколадными снеговиками и деревьями. Подконтрольное Кремлю Министерство культуры Крыма утверждает, что в музыкальном училище Симферополя состоялась творческая встреча студентов с итальянскими музыкантами Андреа Манзони и Андреа Беккара. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю пресс-служба Минкульта. Приглашение иностранных граждан на территорию Крыма российские власти пытаются легализовать его аннексию. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 2 градуса. На Чонгаре, в Новоалексеевке также 2 градуса тепла. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Павлом Новиковым. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Говорим сейчас о свадебном буме в городе Севастополе. Как оказалось, город бьет рекорды по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек постоянного населения по сравнению с регионами соседней России. Вот такая новость, и здесь, как мне кажется, очень важно обсудить две детали. Во-первых, тот факт, что около четверти этих браков заключаются не севастопольцами, а жителями, приехавшими в Севастополь из регионов соседней России. И, соответственно, вторая часть — это непризнание, собственно, в цивилизованном мире, в большинстве стран, тех браков, например, которые заключены на аннексированном полуострове. Вот это все мы с вами будем обсуждать, но сначала послушаем подготовленный моими коллегами материал. Крым в центре внимания. Свадебный бум в Севастополе. Город бьет рекорды по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек постоянного населения по сравнению с регионами соседней России. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя со ссылкой на начальника управления городского ЗАГСа Ирину Жарикову. По ее словам, в этом году в городе зафиксировали более 4000 записей о заключении брака. При этом четверть всех пар не севастопольцы. Это иностранные граждане и жители российских регионов. В текущем году также было зарегистрировано более 4000 записей о рождении детей, 539 об установлении отцовства, а 57 об усыновлении. При этом в 11 семьях родился 6-й ребенок, а в 3 семьях 8-й. Жарикова также отметила, по сравнению с прошлым годом наблюдается другая положительная тенденция. Количество смертей сократилось более чем на 1,5%. В 2016 году Севастопольстат сообщал о снижении количества желающих зарегистрировать брак. Сравнивая данные с 2015 годом, свадеб было меньше практически на четверть. В Крыму за прошедшую неделю отношения оформили 257 пар. Из них 77 зарегистрировались в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Министерства юстиции Крыма. Крым в центре внимания.
Итак, свадебный бум в Севастополе с вами обсуждаем, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю вам, что вы можете звонить нам прямо вот в эфир. 8 800 10 06 926 для жителей Крыма, 044 490 29 05 для жителей материковой Украины. И обсуждаем этот самый свадебный бум, но вот сейчас в отдельном аспекте, который, как мне кажется, важно знать, в том числе крымчанам, да, что, по сути, браки, заключенные на территории аннексированного полуострова, на материковой Украине, да и в остальной части цивилизованного мира не будут признаваться. Вот что с этим делать, как поступают люди, как себя обезопасить, я не знаю. Вот об этом сейчас будем говорить с Еленой Антоновой, членом инициативной группы «Крымчан» и главой общественной организации «Шторм». Елена, здравствуйте, слышно ли меня? Здравствуйте. Да, здравствуйте, слышно. Слушайте, я знаю о проблеме, что свидетельство о браке, выданное в аннексированном Крыму, на территорию материковой Украины признаваться не будет. Что с этим делать? Что с этим делают люди? По большей части в Крыму об этом мало кто знает из людей, которые вступают в брак по закону непризнанного государства. И они остаются жить с этими документами, после этого у них рождаются дети. И в большей степени, когда им приходится оформить свидетельство о рождении детей в Украине, чтобы получить свидетельство о рождении загранпаспорт для своего малыша, тогда они сталкиваются с той проблемой, что их брак, который заключен в Крыму, недействительный, и им приходится все отматывать назад. Сначала им нужно заключить брак, и потом на основании своего брака, официального, заключенного в Украине, они могут зарегистрировать своего малыша. Но проблема еще заключается в том, что в большей степени девочки, мамы, невесты, да, они берут фамилию своих мужей. И документы, которые они подают в Украине, они подают украинский паспорт со своей девичьей фамилией. И дети рождаются уже в Крыму и получают папину фамилию. А когда они возвращаются в Украину, чтобы зарегистрировать малыша, они сталкиваются с такой проблемой, что фамилия мамы и ребенка разные, по украинским документам. То есть, можно я секунду, я вас прерву, но это важно, мне кажется, отметить, да? То есть, у мамы и ребенка разная фамилия, при этом мама по украинскому закону не находится в браке, соответственно, процедура признания отцовства и собственно, выписывания украинского свидетельства о рождении, а потом и заграничного паспорта еще сложнее. Я правильно вас понял? Да, правильно, вы правильно меня поняли, но еще плюс оно ложится финансово, то есть делается установление отцовства, которое стоит денег, и мамы некоторые не могут доказать отцовство, им приходится, в некоторых случаях мне обращались люди, которые говорят, нам пришлось купить справку в гинекологии за 500 гривен, чтобы как будто бы я беременная, и мы только сейчас расписались по этой причине, и только потом задним числом оформления детского свидетельства о рождении, как будто бы папа законен. То есть или там они вкладывают финансы, чтобы выровнять все по законодательству Украины. Это очень сложный процесс, и это очень дорогой процесс. То есть если нет справки, нет никакого основания для быстрого расписания, есть это реформа юстиции, которая называется «брак за дубу». Я не считаю это реформой, я считаю это формой зарабатывания юстиции на людях, которым это очень необходимо. Потому что если бы это была просто реформа, она бы была общедоступной, но для большей части украинцев, которые проживают на временно оккупированной территории, это очень тяжелый такой, финансовый тягар, потому что сумма, которую запрашивают за брак за дубу, составляет 2500 гривен. Плюс люди должны приехать, и это очень-очень накладно. Хорошо. Я слышал даже о ситуациях, когда люди имеют два разных свидетельства о браке. Одно выписанное на территории аннексированного Крыма и, соответственно, российские документы, и другое, подчас даже с другими людьми, на территории материковой Украины с украинскими документами. Вот как вы думаете, зачем это делается и насколько это может быть распространенной практикой? Смотрите, дело в том, что в большей степени крымчане сохраняют документы, которые выданы в Украине, да, но есть случаи, когда время идет, аннексия уже почти 4 года, рождаются дети, люди выходят замуж и женятся, и поэтому для внутреннего пользования они оставляют те документы, которые выдана оккупационная власть, а те, которые украинские, которые законные и с которыми они могут двигаться
по Украине и пользоваться этими документами, естественно, у них есть свидетельство про шлюп с трезубом. И это, я думаю, что это нормально. Это точно так же, как с российским паспортом. У каждого он есть, но он нужен для того, чтобы здесь жить, ходить на работу, кормить своих детей и дети, чтобы учились в школе. Это вынужденная мера. Вынужденная мера. Что ж, спасибо огромное. Елена Антонова рассказала о деталях бракосочетаний в Крыму и тех проблемах, с которыми сталкиваются люди, которые оформили брак на территории оккупированного полуострова. Но нас же интересует еще один аспект данной темы. Около четверти зарегистрированных браков в Севастополе это браки не севастопольцев, а браки с участием жителей регионов соседней России в основном. То есть мы можем говорить о том, что да, не только по количеству приехавших в Крым после аннексии людей из России, которых, вот, например, Мустафа Джемилев назвал, что это порядка 300 тысяч человек только из России, происходит заселение и вот такая с помощью брака ассимиляция. На самом деле это не первый случай в истории Крымского полуострова, когда Россия производит такие действия. Сейчас с нами на связи крымский историк Гульнара Абдулаева. Вот этот аспект с ней сейчас обсудим. Гульнара, здравствуйте, слышно ли меня? Здравствуйте, да, слышно. Ну вот, Мустафа Джемилев, уполномоченный по делам крымско-татарского народа, сообщил в эфире Пятого канала о том, что Россия завезла в оккупированный Крым около 300 тысяч человек из России и порядка 250 тысяч человек с Донбасса. Вторая новость, которую мы знаем, вот четверть браков в Севастополе брачный бум, да, свадебный бум, и вот около четверти браков это уже браки с участием людей не из Севастополя. Эта тенденция и это, я не знаю, вот такое поведение Российской Федерации, оно для чего ей нужно, по-вашему? Ну, как вы уже упомянули, что это не первый случай в истории. Это нужно для того, чтобы как можно больше заселить полуостров вот именно тем самым пришлым контингентом. Мы наблюдали это после 1944 года, когда депортировали крымских татар. Даже ранее того, я хотела бы сказать, даже ранее, после того, как не стало крымского ханства, распалось крымское ханство, после 1783 года, вот тогда была первая волна таких вот вынужденных мигрантов, а уже после 44-го это было настолько осознанно, потому что создавались целые деревни, и я помню даже из рассказов вот этих вот переселенцев после 44-го года, их насильно даже женили, потому что были такие случаи, и даже не спрашивали, хочет ли там девушка или парень вступить в брак, их просто женили. Это происходило на территории Крыма, создавались такие семьи, умышленно заселяли полуостров, тогда это было около миллиона, ну, естественно, на протяжении определенного количества лет заселили почти 1 миллионом человек полуостров. И то есть эта тенденция наблюдалась всегда. Сегодня Россия, она всегда в своей политике одинакова. То есть как она действовала несколько десятков лет назад, ну, даже 100 лет назад, 80 лет назад, так она и действует сейчас. У нее политика не меняется. Ей нужно для того, чтобы закрепить за собой полуостров. Вот эта вот политика сегодня и происходит, что как можно больше заселить людей, как можно больше, чтобы создались браки, чтобы эти дети, рожденные на полуострове, потом говорили, что они якобы коренные жители полуострова. И, естественно, мы наблюдали ту тенденцию массово, когда возвращались крымские татары в конце 80-х, начало 90-х годов, когда именно враждебно встречали те люди, которые приехали после 44-го. Те, которые жили до 44-го, воспринимали совершенно нормально. После 44-го, которые оказались на полуострове, именно враждебно воспринимали. То есть шла не только эта политика, на демографию именно того населения, которое выгодно России, которым можно управлять. То есть они сегодня создают точно такое же общество на полуострове, которым можно управлять, которое будет пророссийское. Это все делается умышленно. В свое время это повторилось не только с Крымом, это было и с Донбассом в свое время, когда привозились люди с разных регионов и областей России, заселяли тоже Восточную Украину. Поэтому то есть это такая технология, технология закрепления на своей территории. Но смотрите, проходит же время, и люди, даже приехавшие, живут в неком обществе, в неком окружении. Происходят ли сдвиги или вот четко
приехавшие, да, они и их дети будут вести такую пророссийскую линию. Как вы, как историк, можете оценить эту ситуацию? Ну, мы знаем на примере, когда уже за 20 лет независимой Украины все равно происходила такая вот культурная интеграция. Поэтому уже не было таких межнациональных конфликтов на полуострове. Уже выровнялась, была стабильная ситуация, достаточно стабильная, потому что дети ходили в одни и те же детские сады, школы, университеты. То есть не было вот этого вот. Но сейчас я не знаю, как будет разворачиваться событие, потому что с каждым разом завоевательная позиция России, она становится все более агрессивной и агрессивной. И поэтому как будет дальше, что будет... Но я думаю, да, это мое такое, может быть, субъективное мнение, что все равно аннексия, оккупация Крыма — это не долгий процесс, это все равно рано или поздно закончится. И те люди, которые сегодня приехали на полуостров, я не думаю, что они задержатся на полуострове. Я все-таки думаю, что часть какая-то определенно уедет. Какая-то часть, естественно, останется. Она будет привыкать к новым реалиям, она все равно будет жить и с остальным населением, украинским, крымско-татарским населением на полуострове. Им придется мириться, потому что в любом случае все равно создалось уже это общество, и оно не будет подстраиваться под переселенцев из России. Оно будет существовать, и те переселенцы, надеюсь, что они будут принимать какие-то процессы в интеграционной политике уже в украинском Крыму, да. Но мне, конечно, бы не хотелось, чтобы Крым опять-таки заселяли там с Якутии, с Урала и тому подобное, потому что, ну, все-таки Крым не может быть так перенаселен. Вот, он территориально не позволяет. А сегодня мы знаем, что в Крыму более 2 миллионов, и тем более, как уже Мустафа Джемилев говорит, что еще заселили. Цифру точную приводил, но я думаю, что это даже более занижено еще, наверное, потому что сегодня каждый день приезжают новые и новые люди. Мы видим, как сегодня разрастается полуостров в плане того, что строится очень много домов. Домов именно для вот этих вот переселенцев, многоэтажных домов, много появилось. То есть это годы. не только российские военные, но еще и гражданские, которые приезжают, и именно для них строят жилье, я правильно понимаю, да? Не только военные. Для военных дается военная ипотека, для гражданских гражданская ипотека. И это все делается для того, чтобы они там укоренялись и жили. Но я надеюсь, что они там не укоренятся и не будут жить, потому что все-таки ситуация может в любой момент измениться. Спасибо вам огромное. Гульнара Абдулаева, крымский историк, была с нами на связи. Обсуждаем сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, на радио Крым Реалии, вопрос свадебного бума в Севастополе и, в частности, тот аспект, что четверть заключенных браков — это браки не между севастопольцами или там севастопольцами и жителями соседних городов Крымского полуострова, а это браки с участием граждан соседней России. Вот, собственно, Гульнара Абдулаева только что говорила, что это с точки зрения исторической перспективы стандартная политика Российской Федерации для того, чтобы закрепиться на оккупированном полуострове. У нас есть еще одно включение. Скандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа, сейчас с нами на связи. Скандер, здравствуйте, слышно ли меня? Доброе утро. Доброе утро. Вот как вы оцените, политику России относительно завезения, я не знаю, заселения своими гражданами территории аннексированного полуострова? Насколько мне известно, даже по международным конвенциям, и в том числе ООНовским правилам, это, такое нельзя делать с аннексированной территорией. Однозначно. Четвертая Женевская конвенция четко говорится о том, что нельзя проводить замещение оккупированной территории. Кроме того, последние резолюции Организации Объединенных Наций, в которой и ряд документов, и Комитета министров Парламентской ассамблеи Совета Европы, и Европарламента четко обозначили, и сегодня практически во всех международных документах Крым является или признан оккупированной территорией, а Российская Федерация является страной-оккупантом. И, соответственно, страна-оккупант не имеет права заниматься замещением населения.
Но, как было сказано ранее, историк Гульнара Абдуллаева, она рассказала, скорее всего, о тех вот событиях, которые происходили именно в судьбе крымско-татарского народа и с Крымским полуостровом, когда происходило целенаправленное замещение населения. То есть выдавливалось коренное население, и взамен вместо коренного населения заселялось население из России. И поэтому живым примером крымско-татарский народ, будучи коренным народом, он стал численным меньшинством, а после депортации 1944 года практически тотально был депортирован. Хорошо, можно, извините, перебью вас, но скажите, пожалуйста, ваши представители Меджлиса крымско-татарского народа в постоянном контакте, в том числе с международными правозащитными структурами, вот каковы ваши требования к Российской Федерации относительно вот этого завезения граждан Российской Федерации на территорию аннексированного Крыма? Если аннексия или когда аннексия закончится, эти люди обязаны будут, по-вашему, выехать или что с ними должно произойти? Потому что я не верю, что сейчас Россия откажется от таких планов. Если, по международным конвенциям запрещена оккупация соседнего суверенного государства, с которым у тебя четко определены границы, но тем не менее Крым аннексирован. Я не думаю, что Россия прекратит это. Что вы хотите, чтобы было потом? В первую очередь, конечно, я как член Меджлиса и все мои коллеги, которые работают на международном уровне, мы используем все международные площадки, чтобы в первую очередь зафиксировать, что идет процесс замещения населения, что это грубое нарушение международного права и в первую очередь 4-я Женевская конвенция. И результатом таких вот постоянной работы на международных площадках являются те резолюции, которые, в принципе, этот процесс застолбили, зафиксировали. Теперь, что касается дальнейших действий, что нам необходимо делать для того, чтобы вот все это пришлое население, оно самостоятельно покинуло Крым после деоккупации. Для этого нам нужно на украинском уровне, на законодательном уровне прописать законы таким образом, чтобы эти люди сами изъявили желание уехать и оставить нас в покое. Потому что если однозначно Россия, даже слабая Россия, когда она будет уходить из Крыма, а когда она будет оставлять Крым, она постарается оставить 5-ю колонну. То есть с помощью которой через некоторое время она сможет снова совершить вот тот злой факт или те злые деяния, которые совершила она в 2014 году. Поэтому я думаю и я считаю, что в первую очередь мы должны принять на украинском уровне законы о деоккупации, законы о коллаборации и так далее и тому подобное, для того, чтобы эти люди сами понимали, что им делать в Крыму нечего, что им нужно уезжать. Кроме того, тот закон о временно оккупированных территориях, в нем четко говорится, что любая юридическая сделка, даже купли-продажи, они являются недействительными. И поэтому чем быстрее мы будем принимать подобные законы, тем мы больше будем иметь инструментов для посыла и для предупреждения вот таких действий. А Российская Федерация целенаправленно это делает для того, чтобы в будущем заявить о том, что крымчане за Российскую Федерацию и что Крым должен быть частью Российской Федерации. Хорошо. Последний к вам вопрос, извините, буквально на 30 секунд. Делается ли что-то для того, чтобы люди в Крыму знали, что, например, их брак, заключенный на территории оккупированного Крымского полуострова, просто нигде в остальной части мира не признается? Ну, в первую очередь, мы, конечно, работаем с нашим населением, я имею в виду с проукраинским населением, с крымскими татарами, с украинцами, с русскими, которые еще сохраняют привязанность к Украине. Что касается, конечно, пришлого населения, то здесь действительно нужно думать о том, как вести вот эту кампанию, чтобы они понимали, что они совершают преступления, заключая договора и приезжая на территорию Крыма. Но я думаю, это отдельный и достаточно такой серьезный вопрос, над которым нужно
серьезно работать над информационной кампанией, чтобы люди, которые приезжают в Крым, понимали, что они нарушают международное право в первую очередь. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Он также председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Говорим о свадебном буме в Севастополе и, в частности, о том аспекте, что четверть заключенных в Севастополе браков — это браки не между севастопольцами или, например, севастопolьками, да, и жителями соседних крымских городов, а это браки с приехавшими, браки с гражданами Российской Федерации. Еще одно телефонное включение у нас. Прибыткова Ирина Михайловна с нами на связи, доктор экономических наук, профессор социологии. Здравствуйте, Ирина Михайловна, слышно ли меня? Доброе утро, я вас хорошо слышу. Ну вот основной вопрос, да, зачем Российская Федерация массово завозит своих граждан, причем из отдаленных даже регионов, на территорию Крымского полуострова? Вот у нас на связи уже была Гульнара Абдулаева, которая рассказала, что это, действительно в истории далеко не первый случай. И вот с точки зрения социологии, как это влияет на ситуацию в самом Крыму? Ну, это не только с точки зрения социологии, это и с точки зрения демографии, экономики и в первую очередь геополитики на данный момент, так как развиваются события. Это действительно не первый случай в истории Крыма. Крым всегда был очень привлекательной землей для переселений. И история насчитывает многократные изменения состава населения. Вот если обратиться к 1944 году, когда были выселены крымские татары, то Крымский полуостров вдруг оказался опустошенной землей, не только выбитой войной, но и выбитой депортацией. И тогда срочно стали завозить людей. Кто были эти люди? Это были колхозники из российских областей, таких как Ростовская, Воронежская, Тамбовская, Курская, Орловская, Брянская. Не все там задерживались. И в результате оказалось, что к 1948 году Крым нуждается и в рабочей силе, и просто в населении. И тогда были включены две крупных программы, которые действовали на территории всего Советского Союза. Это сельскохозяйственное переселение семей и вторая — организованный набор рабочих. Так сформировалось современное население, не современное, но на момент, скажем, распада Советского Союза, население в Крыму, которое считает, что Крым наш, что они там всегда были, что они хозяева. Все остальные там украинцы, крымские татары — это варяги, которые учинили нашествие на их землю, потому что эта земля Крым наш. Хорошо. А теперь, когда завозят Севастополь, это прежде всего военно-морская база. Конечно, там был сменен состав не только военно-морского флота, но и всех обслуживающих служб. И эти люди стали привозить себе, мы говорим сейчас о свадебном буме, стали привозить себе вторую половинку. Ну, вот сколь будут крепкие эти браки, трудно сейчас сказать. Но, во всяком случае, они уже заключены. Вот это главная причина того, почему там наблюдаются эти процессы. Это тоже проба закрепиться на острове, увеличить его население за счет русских переселенцев. Вот таким вот образом. Хорошо. Я помню еще одну историю, что Крым всегда считался, в советское время считался таким удобным местом для военных пенсионеров, которые вот либо перед пенсией, либо уже на пенсию уезжали, там как-то получали жилье в том же самом Крыму, и таким образом вот тоже было влияние на демографию. Сейчас такая ситуация может сохраняться? Это трудно сказать. Понимаете как? Анализ — это вещь строгая, нужны данные. Данные сейчас не то что закрыты, они недоступны просто. Но то, что там было очень много военных пенсионеров, так они и сейчас там сохранили, потому что это люди в возрасте, и они уже в таком возрасте, уже в старших возрастных группах, мобильность очень резко падает. Так что они там, и члены их семей, и их дети, и их внуки, они там, они все там. Ясно, спасибо вам огромное. Севастополь — это город русской славы. Хорошо. Ирина Прибыткова была с нами на связи, доктор экономических наук, профессор социологии. Что ж, уважаемые радиослушатели, на этом моя сегодняшняя работа на радио Крым Реалии заканчивается. Спасибо, что все это время были с нами. Меня зовут Павел Новиков. Я напоминаю, вы всегда можете звонить нам по телефону 8 810 06 926, писать в Твиттер и смотреть наши трансляции в Фейсбуке и Ютубе. Пока!
Новини